الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах, Китаб ат-Тахара, глава очищения, 31 глава. Бабу фард аль-вудуи, глава о обязательности омовения, обязательности тахарата, омовения, чем он является в шариате, фарс он или же не фарс. И сказал Абу Дауд, Сулейман ибн Аш'аth ас-Сиджистани, рахимахуллах, хаддатана, нам рассказал Муслим ибн Ибрахим, قال, сказал, حدثنا, нам рассказал Шу'ба ибн Хаджадж, عن قتادة ابن دعامة رحمه الله, عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير, عن أبيه, со слов его отца Усама ибн Умайра, сподвижник, который передавал хадис только от своего, то есть его хадис передавал только его сын. То есть человек, его хадис передается только его сыном, больше никто другой его хадис не передавал, и приводится, что у него всего 7 переданных хадисов. Ани наби саллаллаху алейхи ва саллям каля, со слов пророка, от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: ла якбалю Аллаху садакатан мин гулюль. Аллах Субханаху ва Тааля не принимает, то есть садака, милостыню, мин гулюль, деньгами, вещами, которые были получены запретным путем. То есть гулюль в основе означает хьяна, то есть обман, то есть забирание имущества, трофеев. После битвы были трофеи, которые нужно было делить, общие. Если кто-то брал до деления трофеев, это называется рабство-таки гулюль изначально. Потому что у него, конечно, есть право, да, на это, но он взял раньше, как ему было положено. То есть заранее забрал, это называется гулюль. Но здесь же имеется в виду любое имущество, которое человек заработал или получил запретным, харамным путем. То есть Аллах Субханаху ва Тааля не принимает садака, если деньги харам, если нечистые деньги. Такой садака человеку за это ему награды не будет, исходя из данного хадиса. Потому что если брать основу слова трофеи, если человек имел право взять это имущество, ему досталось бы что-то из этого, если он взял заранее, уже считается грехом, то получается любое другое имущество, которое человек не имеет права им владеть,
который он заработал там, или получил харамным путем, то он тем более на него не имеет права, тем более за это он не получит никакой награды. Поэтому имущество заработанное, полученное нечестным, не шариатским путем, давать садака с этого имущества будет бесполезно. То есть человек награды за это не получит. И даже сказали некоторые ученые ханафитского масхаба, что если человек будет давать садака из имущества запретного, харамного имущества, желая награду, то он становится неверующим. Некоторые ханафиты вообще, они, честно говоря, жесткие в многих вопросах. Если человек дает садака, зная, что у него деньги запрещенные, харам, и желает награду, то он считается уже не мусульманином. Только из-за этого. По мнению некоторых ученых ханафитского масхаба. И такой вопрос возникает. Ученые фикха сказали, что если человек приобрел имущество, то есть не по праву, запретным путем, то есть или он получил его через, скажем, какую-то запрещенную сделку, то недействительную сделку, или же, скажем, как есть некоторые виды торговли, которые считаются недействительными. То есть торговля была, но ислам их не принимает. Они считаются. То есть буйуль фасида. Или же получил без сделки, как, например, человек украл имущество, или же, скажем, отнял, или там вот завладел им без права. И в любом случае, хоть как было, то есть хоть сделка есть, если она действительная по торговле, или там человек украл имущество, в этом случае садака давать будет ему запрещено. Запрещено, если он получит, то, скажем, он не получит за это награды. И приводится, то есть в книгах, что если человек так имущество получил, то он обязан его вернуть. Если там была сделка действительно, то значит нужно ее обменяться обратно деньгами, товаром, потому что сделки не было по шариату. То есть фактически есть продавец-покупатель, есть деньги, есть товар, но какая-то вещь, какое-то условие не учтено по исламу, поэтому сделка считается недействительной, неправильной. В этой ситуации не было торговли. Ты не стал хозяином товара, он не стал хозяином денег. Все осталось, как будто у тебя его деньги, а у него твой товар, твоя вещь. И вы не хозяева этой вещи, потому что сделка считается недействительной. Или человек, получается, присвоил там, да, или там риба была, да, вот тоже действительно сделка. Или же там человек украл, там ограбил, каким-то другим путем присвоил имущество, то человек обязан вернуть имущество хозяину. Хозяину обязан ему вернуть хозяину. Если же, скажем, человек этого не может сделать, не получается, то говорят, что человек должен эти деньги отдать, как, скажем, и отдать их в виде садака или в виде садака, но отдать нуждающимся, бедным. То и некоторые ученые говорят, что в данном хадисе сказано, что садака не принимается из харамного имущества, а здесь сказано отдать имущество бедным. Потому что, скажем, как будто бы нестыковка между хадисом и между решением ученых фикха. Тем более Аллах Субхану в Коране говорит: «Я айюха аллазина аману», вот те, которые уверовали, «анфику мин тайибати ма касабтум». То есть тратьте, то есть давайте садака, тратьте из благого, то есть из халяль, то, что вы заработали. Чтобы получить награду, нужно давать, тратить только дозволенное имущество, халяльное имущество. И ответ, то есть аят и хадис указывают на то, что давать садака из имущества харам пользы не будет человеку, оно не принимается, ему за это награды не будет, потому что человек надеется на награду, надеется на саваб от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и тем более в хадисе сказано, что Аллах не принимает, то есть до Аллаха не доходит, Аллах за это награду человеку не дает. Поэтому если человек на самом деле желает получить награду через харам имущество, он награду не получит, потому что Аллах Тааля это имущество и садака не принимает. Если у человека есть имущество уже, то есть человек уже получил его, так вот, получил, он им владеет, и, скажем, человек там раскаялся, хочет вернуть, и поискал хозяина, не нашел хозяина, что ему делать? Имущество лежит у тебя, оно не твое, нужно вернуть. А ты того, у кого украл, кого обманул, и человек его найти не может. Поэтому, скажем, если человек, имущество у него есть, а вернуть не получается никак, то в этой ситуации человек хочет избавиться от него. Потому что если оставит себе, будет неправильно, это не твое.
Если, скажем, выкинуть, да, опять исраф, так будет. Оставить позже себя – это харам. Выкинуть там что-то, испортить – это исраф. Поэтому лучше, там, единственный способ в данной ситуации – это отдать тому, кто нуждается, но не ожидая награды. Просто как бы избавиться от имущества, тому отдать нуждающимся, и получается, скажем, как будто ты, скажем, говоришь, как от того человека, скажем, да, как будто избавился, то есть у тебя не осталось на тебе, скажем, не осталось на тебе долга. Поэтому, скажем, в этой ситуации это не садака, это как избавление от данного имущества. Поэтому это является, скажем, дозволенным. То есть в этой ситуации дозволено. Если давать садака изначально, то это, как вы сказали, является недозволенным. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля не принимает садака из имущества, полученного запретным путем. Валя салатан, и Аллах Субхану ва Тааля не принимает намаз бигайри тухурин, без очищения, без чистоты. То есть намаз не принимается, если нету тугур, если дамма означает именно, то есть, чистота, очищение, то есть тахарат, гусль, таяммум, то есть очищение, которое имеется в шариате. Поэтому данный намаз он будет считаться недействительным. Если человек читал намаз без омовения, без гусля, без таяммума, то его намаз не принимается, не засчитывается, до Аллаха он не доходит. Поэтому и там, где сказано, то есть нет намаза, то есть не принимается, может означать иногда не принимается вообще, как здесь. И бывает то, что, скажем, нет намаза, Аллах не принимает намаз, иногда означает, что нет награды за намаз. Например, как в хадис сказано, кто, скажем, пошел к предсказателю, и у него намаз не принимается 40 дней, сказано. Имеется в виду, намаз принимается, то есть засчитывается, но нет награды человеку. Как намаз он идет, обязанность человек снимается, но награды ему он не получает. А здесь в этой ситуации, если не было омовения тахарата, то и намаза вообще нет. То есть намаз как будто не читал его, не совершал, то есть ни награды, ни намаза, и человек остается долг. Потому что намаз он не совершал, на нем остается долг. И хадис указывает то, что омовение является, то есть фарзом, обязанностью для намаза, и это является единогласное мнение ученых ислама, что омовение, то есть чистота, является условием правильности, действительности намаза. Это условие является, и если человеку харам, то есть ему запрещено совершать намаз без, скажем, омовения или же, скажем, без таяммума, когда он имеет возможность их совершить. Если у человека есть вода или есть земля, и он читает намаз без омовения, когда вода или без земли, то есть не совершает таяммум, ему это действие является запрещенным, потому что он не выполняет одно из условий, одно из самых главных условий действительности намаза. И нет разницы, какой это намаз. Фарс намаз это будет, или же будет дополнительные нафиль намазы, или это будет саджда тилява, то есть саджда по прочтению некоторых аятов Корана, это будет саджда шукр, саджда благодарности Всевышнему Аллаху Тааля за какую-то благую, хорошую весть, или же будет намаз джаназа, нет разницы. То есть любой намаз, то есть любой саджда, необходимо, чтобы было омовение, чтобы было у человека, или пока таяммум, да, при невозможности совершить омовение. Поэтому, то же самое же, в Масхабе Ханафи, как было сказано же, что если человек читает намаз намеренно без омовения, зная, что тахарат нужно, вода есть, все есть, но стоит на намаз, то человек тоже считается, то есть он может считаться неверующим. То же самое, поэтому в Масхабе Ханафи, любой, когда человек над исламом, над религией немного издевается, то есть относится с прохладой, и когда что-то может сделать, не делает, в этом случае считает, что как будто он ислам отвергает, как будто он какие-то вещи он не принимает. Тем более то, что приводится в хадис, то, что приводится в аяте. То есть приказ Аллаха Субхану ва Тааля и посланник Аллаха совершать намаз с омовением. А возникает вопрос, что делать, если у человека нет ни воды, ни земли? Ситуация, когда у человека отсутствует вода для совершения омовения тахарата, и отсутствует земля, у него что-то таяммум. Что ему в этой ситуации делать, то имеется несколько мнений ученых в данном вопросе. И что касается масхаба ханафитского, то, если, как сказал Бадай Асанай в книге, если человек закрыли в таком месте, где у него, закрыли в таком месте, где есть наджис, но нет воды, то есть место самой наджис, у человека нет ни воды, ни земли, чтобы очиститься, то, по мнению Абу Ханифы, он намаз не читает. То есть, по мнению Абу Ханифы, в данной ситуации
намаз не совершается, но потом возмещается впоследствии, да? Сказал Абу Юсуф, намаз читается, но, просто, не делать саджда, потому что там внизу наджис. Получается, он сиитом, то есть указанием наклоном тела или головы намаз читает, но не полностью до конца. Потому что, чтобы не попасть, то есть не встать, да, на наджис. Но намаз сказано, что читается. Читается, это мнение, то есть Шафии также, что намаз читать нужно. В данной ситуации мнение другого ученика Абу Ханифа Мухаммада, у него немного спорное. То есть почему сказал Абу Юсуф, что намаз читать? Потому что он сказал то, что если человек даже не может совершать как положено, он хотя бы уподобляется совершающий намаз. То есть у тебя нет омовения и таймума, но намаз на тебе фарс, поэтому ты хотя бы сделай вид, что намаз, будь похож на тех, кто намаз читает, как они. А сказал Абу Ханифа то, что тахарат является условием, чтобы ты мог намаз читать. То есть условием ахлием, получается, условием того, чтобы ты намаз мог вообще совершать. То есть, если ты совершаешь, тебе дозволено. Нет, тебе намаз не дозволено вообще. Получается, скажем, например, как есть ребенок, да, который маленький, и может намаз не фарс, потому что еще он не балих, несовершеннолетний. Здесь то же самое же, как будто он еще не достиг степени, когда намаз совершать ему дозволено и можно. Поэтому он сказал, что ему намаз читать нельзя просто-напросто. Потому что нет главное условие омовения. Поэтому сказал, что намаз не читается, сказал Абу Ханифа. И поэтому, если человек, все-таки совершит, как из уважения к шариату, потому что нет тахарата, нет воды, нет таяммума, то есть намаз читать нужно. Если человек, стесняется Аллаха Субхану ва Тааля, чувствует обязанность совершить намаз в этом случае, то нет проблем. А если человек, намеренно так делает, да, тогда проблема есть. Потому что намеренно делаешь, знаешь, что и так пойдет, да, то есть будь что будет. Поэтому, если такая ситуация получится, как видим, то есть человек, прямое указание от посланника Аллаха салям. Есть намаз читать фарс, да, но там же есть то, что если человек берет гусл, совершает так, есть вода, есть земля. А если нет ни воды, ни земли, в такой ситуации не приводится конкретное указание, то есть ни в аятах, ни в хадисах. А вообще, то есть там есть множество мнений в других масхабах. Вот имам Навави приводит, 4 мнения в Шафии. То есть у Шафии там масхаб Шафии аж 4 мнения в данном вопросе. И там, кто-то говорит, что намаз читать нужно, но потом, он его обязан, то есть намаз читает, потом опять все равно перечитывает. Прочитал намаз, потом обязан его перечитать заново. Кто-то говорит, что ему читать запрещено, как сказал Абу Ханифа, но он обязан возместить. Намаз читать не может, потом последствия он его возмещает, как сказал Абу Ханифа. Тут сказал, что ему читать желательно, но когда ему важиб. Обязательно. То есть прочитать можно, но он обязан его возместить. И также то, что он читает и куда не делает. Поэтому вот все разные мнения есть, но вот это масхаб Шафии 4 мнения. Масхаб Абу Ханифа только 2. Или читает, или не читает. И мнение самого имама, что намаз не читается. Но с другой стороны, такая ситуация, она, думаю, все-таки не такая частая, так ведь, когда человек оказывается без воды и без земли вообще. И поэтому, иметь в виду, что такой вопрос разбирается, в фихе, нужно все-таки знать. Поэтому вот данный хадис, что Аллах не принимает садака из харамного имущества, имущества, полученного запрещенным путем, и Аллах Субхану ва Тааля не принимает намаз без очищения. То есть тахарат, гусль, таяммум. Без них намаз не принимается, он, как будто считается несовершенным. Следующий хадис, то есть сказал Абу Дауд, хаддатана, нам рассказал Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, то есть Ахмад ибн Ханбаль, имам одного из масхабов, который был учителем Абу Дауда. Каля сказал, хаддатана Абдур Раззак, Каля сказал, Ахбарана Ма'мар, нам сказал Ма'мар ибн Рашид, عن حمام ابن منبه تصلف حمام ابن منبه عن أبي هريرة تصلف أبو هريرة أبو دواني الله قال сказал قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не принимает намаз одного из вас
одного из вас, то есть получается здесь как предыдущий хадис, то есть намаз будет неправильный, недействительным. Ида ахдатha, если он нарушил омовение, если он, скажем, у него есть хадас, то есть у него нет омовения, скажем, считается как оскверненный, скажем, когда мало осквернения. Ида ахдатha, если он осквернен, хатта, пока он этого не совершит омовение. Если намаз не принимается, человек тахат испортил, пока ты его не совершишь, то твой намаз не принимается. Вот, то есть и намаз не принимается, и намаз не считается вообще. И данный хадис является, скажем, как толкованием, разъяснением аята в суре Аль-Маида, суре Маида, 6 аят, то есть очищение, омовение, в котором сказано: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, «Ида кумтум», когда вы желаете встать на намаз, фагсилю, то мойте ваши лица, и до конца идет. Получается, если брать аят внешне, выходит то, что если человек хочет встать на намаз, то это совершает омовение. Получается, каждый раз. Не зависит от того, ты испортил или не испортил, получается, по аяту ты можешь так понять, что тебя Аллах тогда приказывает совершать омовение каждый раз, когда ты встаешь на намаз. Поэтому данный хадис показывает, что аят имеется в виду, скажем, если человек нет тахарата, если хочешь встать на намаз, у тебя нет омовения, тогда его соверши. То есть аят, он, скажем, дополняет, делает шарх, толкование данного аята. Поэтому, если хотите встать на намаз, и вы осквернены, без тахарата, тогда вы обязаны совершить омовение. Если у вас есть тахарат, значит, получается, вам это не обязательно. Это вам, скажем, не фарс при наличии омовения. То есть намаз не принимается, если человек, скажем, нарушил омовение, пока он его не совершит. Поэтому здесь, скажем, входит, скажем, и гусль, наличие, и таяммум, и гусль, в первую очередь, так это наличие человека, потому что это же выше, чем омовение и таяммум. А затем уже, если человек гусль есть, на намаз нужно еще или омовение, если нет омовения, то, скажем, если нет воды, то таяммум его заменяет. То есть одно из действий человек обязан совершить. И хадис приводится в Сборке Бухари, Муслим, Тирмизи и в остальных, что намаз не принимается, если человек нарушил омовение, пока он его не совершит. На следующий хадис, тоже подобный хадис, здесь вот несколько хадисов на одну тему, что омовение является обязательным условием намаза. Сказал Абу Дауд: «Хаддатана», нам рассказал Усман ибн Аби Шейба, قال حدثنا وقيع ابن جراح عن سفيان الثوري رحمه الله عن ابن عقيل, со слов Ибн Акиля, который является спорным передатчиком, здесь приводится, часть его приняла, часть не приняла, и так далее. عن محمد ибн الحنفية, со слов Мухаммада ибн аль-Ханафия, это Мухаммад ибн Али ибн Аби Талиб, сын Али ибн Аби Талиба, радиллаху анху, но известно как Мухаммад ибн, как сын женщины из племени Бани Ханифа. То есть арабское племя Бану Ханифа, сын женщины из того племени. Он так больше известен, чем сын, то есть его так больше называют, Мухаммад сын Аль-Ханафия, женщина из племени Бану Ханифа, чем Мухаммад ибн Али ибн Аби Талиб. Так больше стал известен. И он родился во время правления Абу Бакра и умер в 80 году по хиджре. Мухаммад Ханафия, Ан Алиин, со слов Али ибн Аби Талиб, со слов своего отца. Али ибн Аби Талиб, ибн Абдул Мутталиб, ибн Хашим аль-Хашими, Абу аль-Хасан, отец Хасана, амир аль-Му'минин, правитель правоверных, халифа. Посланник Аллаха назвал его, он Абу Хасан, потому что у него первый сын Аль-Хасан, рожденный. Также Мухаммад назвал его Абу Тураб, как обладатель земли, потому что он спал в мечети, и там, когда у него там, здесь вот на боку были там следы песка. И вот, когда Мухаммад разбудил, сказал, что вставай, у Абу Тураб, вставай там, да, скажем, обладатель там песка, да, земли на твоем теле. Он является, скажем, Ибн Ам, двоюродным братишкой, потому что, скажем, его отец Абу Талиб и отец Пророка Мухаммада были родные братья, поэтому он является двоюродным братишкой посланника Аллаха саллаллаху, и он отдал за него замуж свою дочь Фатиму, радиллаху анха, да будет он Аллах, является первым, кто принял ислам, Али ибн Аби Талиб, потому что в любой книге по сире приводится, что, скажем, первый, кто принял ислам, скажем, из детей, говорится, что Али, там, например, лет 10 примерно. Когда он принял ислам,
потому что, и тем более, в то время, сказано, жил в доме пророка Мухаммада салям. И Али ибн Аби Талиб был убит в 40 году по хиджре в месяце Рамадан, и его убил Абдурахман ибн Мульджим. И сказано, что место его могилы неизвестно. Место могилы Али радаллаху, потому что место там Абу Бакр, Умар, Усман, они известны. Абу Бакр и Умар рядом с пророком Мухаммадом салям, а Усман товарищ Бакия. Но там среди них тут, на самом деле место могилы Али как-то неизвестно, где она находится. Каля, то есть сказал Али радаллаху, Каля Расулуллах саллаллаху, сказал посланник Аллаха саллаллаху, мифтаху салати тухуру, ключом намаза является ат-тухур, то есть очищение, то есть большим великим ключом, который человеку дозволяет читать намаз, является именно тухур, то есть это условие намаза, как было сказано, чистота очищения, наличие человека омовением. Ва тахримуха, и то есть то, что как бы запрещающее, то есть тахрим, то есть делающий харам, и это называется, скажем, то, что человек вводит намаз, то есть то, что человек вводит намаз, то, есть, то, что человек начинает читать намаз, является ат-такбир, то есть запрещающим для человека все мирские вещи, является такбир. То есть такбир, это слова Аллах Акбар, является началом намаза. Если человек сказал слова Аллах Акбар, то он начал совершать намаз. Поэтому является то, что фарзом или же условием, там есть разные мнения ученых, но в любом случае обязательное действие, то есть без такбира, без произношения слов Аллах Акбар, или же, когда понятие слов других, по мнению ученых, намаз не считается. Поэтому есть такая некоторая ошибка, скажем, да, когда в книгах пишут, что нужно, скажем, сказать так, да, то есть сказать же, поэтому нужно говорить, то есть нужно произнести, чтобы у человека шевелился рот, губы шевелились, язык, и чтобы был звук исходил. Поэтому или громко же, или, скажем, в крайнем случае, чтобы хотя шепотом, чтобы человек сам себя слышал. Поэтому если человек рот открывал, но звука не было, то у него нет такбира, значит нет намаза. Поэтому, чтобы намаз начался, нужно такбир сказать, то есть Аллах Акбар, хотя бы, чтобы слышно было. Если человек просто рот открыл, то есть сделал там имитацию звуков-то, то есть как будто произнес, но ничего не вышло, в этом случае он такбир не произнес, согласно мнению большинства ученых. Поэтому, то есть такбир, то, что человек в намаз вводит. Человек считается, что намаз начинает читать только после произношения слов Аллах Акбар, после произношения слов такбира, и он называется такбир тахрим по-арабски, то есть тахрим, то есть запрещает такбир, и потому что этот такбир ему запрещает человеку, скажем, есть, пить, и другие, да, любые действия, которые человек обычно совершает. Потому что в намазе все эти вещи, они запрещены. То есть все мирское, такбир тебе запрещает все любые мирские дела, которые ты совершать не можешь. Вот тахлилюха, и, скажем, то есть намаз завершает, делает халялем для тебя все мирские вещи, это таслим, то есть ассалям, да, слова ассаляму алейкум, это является то, что тебя из намаза выводит. То, что намаз завершает. Если человек сказал ассаляму алейкум рахматуллах, значит он намаз завершил. Все. После этих слов ты уже не в намазе. Это уже не считается намазом. Такбир сказал. То есть до такбира не было намаза, такбир сказал, намаз начался. И до саляма намаз продолжается. Сказал салям, все, намаз у тебя завершен, ты теперь уже не в намазе, ты уже теперь свободен, делай, что хочешь, да. Встань, там, ложись, там, и так далее, да. Там, иди, там, лежи, сиди, то есть, там, зикр делаешь, встал, пошел, в принципе, ты уже не в намазе. Главное то, что ты намаз там совершил. Это называется тахрим, то есть, то, что делаешь харам, запрещающее, и тахлиль, то, что делает халяль, то, что делает разрешенным для человека. Одно, скажем, получается, запрещает все мирские дела, другое, внутри намаза, и салям тебе все мирские дела разрешает, делает дозволенными. И то есть, все ученые единогласны, что скажем, намаз, человек входит, начинает читать намаз только после произношения такбир, как мы сказали, такбир. И, скажем, самое распространенное это слово Аллаху Акбар, как мы все привыкли говорить, да, полностью с вами, скажем, слово Аллаху Акбару, это единогласно. Есть другие формы, то есть такбира, в которых есть разногласия. Потому что есть, скажем, Аллаху Аль-Акбар. В принципе, то же самое, просто там уже с определенным артиклем, в этом, скажем, некоторые ученые его не принимают. Есть слово Аллаху Аль-Кабир, или Аллаху Кабир, он тоже такбир же. Вот, некоторые из них одни что-то принимают, другие не принимают. Поэтому мазхабе ханафи, в принципе, все дозволены. Но мы все знаем, что Аллах Акбар, так
все знаем, поэтому другие слова там в книгах можно увидеть, то, что там и Аллаху Аль-Акбар, и Кабир, Аль-Кабир, там и другие вещи дозволяют. В других масхабах там некоторые поуже. Но говорю, все говорим Аллах Акбар, иншаллах, это нам хватает. То есть все другие слова, в принципе, даже если знать не будем, даже проблем не будет в этом вопросе. Тем более, все хадисы, там сказано, что такбир. То есть любой хадис возьмем, который приводится с Мухасовым, в намаз, приводится, что намаз начинается с ат-такбира. Получается, там Аллах Акбар, да? То есть слово есть кабир, есть Аллах. Произношение Аллах Акбар, просто его там производные, там его похожие слова входят, не входят, это уже вопрос спорный. И сказал Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы, что если человек, он может говорить такбир, а мне кажется, что, наверное, мало кто в мире не может, наверное, мало таких людей, которые не смогут сказать такбир, да? То есть кто не сможет сказать Аллах Акбар? По-моему, любой, кто там, да, мусульманин, не мусульманин, так эти слова знают. Поэтому, если человек эти слова знает, может произнести, то ему, получается, нельзя начинать намаз любым другим, то есть другими словами, только такбиром, и все сказано. Потому что, как сказано в Коране, «Вараббака факаббир», как сказано в суре Муддафир, и ты своего Господа возвеличивай. Возвеличивать, получается, каббир, значит, говорить такбир, да? Здесь такбир означает возвеличение. И как сказано в хадисе, тахримаху такбир, то есть то, что намаз начинает, это считается, то есть такбир. Получается, если нет слова акбар, кабир, получается, намаз начаться не может, по мнению Абу Юсуфа. А Абу Ханиф и Мухаммад разрешили любым зикром, в принципе. То есть, любой там возвеличение Аллаха субхану ва тааля, сказать то, что не только такбир, и любые другие слова, которые Аллах возвеличивает. Хоть там, скажем, Ар-Рахман Акбар там, да, то есть или есть Ар-Рахим Акбар, вместо Аллах там другое использовать слово. Разрешили, исходя из аята, то есть суре Аля-А'ля, здесь сказано, «Вадакара сма раббихи фасолля». Сказано, что и он упомянул имя Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и почитал намаз. Сказано, что упомянул имя Аллаха. И сказано такбир. Поэтому Абу Ханифа взял то, что этот аят, он выше, чем хадисы, поэтому такое правило Абу Ханифа есть. То, что если есть аят, он всегда выше, чем любой хадис. То есть всегда, если слова аята, они выше любого хадиса. Это, принцип, это правило Абу Ханифы. Поэтому, он не говорит, что если аят, там хадис, у него не объясняет, не уточняет, он просто выше все. У других ученых есть аят, есть хадисы, они уточняют. Абу Ханифы просто аят, есть хадис. Аят выше все. Хадис не может не противоречить никак. Поэтому из-за этого возникают некоторые разногласия между учеными, почему так, да? Возникает, потому что есть правила, которыми ученые на них опирались, их используют. Поэтому иногда эти правила немного отличаются. Из-за этого отличаются и положения, которые ученые впоследствии вводили. Поэтому просто масхаб Абу Ханифа сказано, начинать, то есть начало намаза, начинать каким-то зикром Аллаха является фарзом. Но такбир является ваджиб все равно. Получается, если человек может сказать такбир, Аллах Акбар, любые другие слова ему лучше не говорить. Если не может, тогда, в принципе, еще кто-то разрешает, но, по моему мнению, любой мусульманин так Аллах Акбар сказать сможет. Наверное, так мусульман не найдется, кто не сможет произнести такие простые слова. Это не сурж, так, да, не может зикр же. Это просто два слова, которые выучить и запомнить, думаю, проблем не составляет у людей. Поэтому, как бы там ни было разногласий среди ученых, все равно слова Аллах Акбар остаются обязательными. То есть ваджибом считаются. То есть не фарзом по масхабу Ханифы, у других фарз, здесь не фарз, но ваджиб. Но в любом случае, масхаб Ханифа ваджиб почти как фарз практически. Его выполнять обязательно при возможности. Поэтому, в принципе, разногласие такое большое и серьезное. А выход из намаза, то это слова саляма. То есть слова салям алейкум, рахматуллахи, это согласно трех масхабам. То есть Малики, Шафи и Ханбали, у них, если человек не скажет слова «Ассаляму алейкум», намаз он не завершает. Только в масхабе Ханафи может завершить по-другому немножко. То есть салям говорит в масхабе Ханафи не фарз, а ваджиб. И там еще другие варианты предлагаются, завершение намаза, опять-таки, эти вещи, когда книги проходишь, тоже объясняют другие, эти вещи пытаемся, обобщить, потому что это уже разногласия, тонкости, чаще, человек, который не учился, он эти вещи сходу не поймет, сразу же. Поэтому масхаб Ханафи, то есть салям алейкум рахматуллахи, пусть не фарз, но ваджиб. Поэтому есть другие способы, которые дозволяют масхабе. Но мы их обычно не фишируем, не учим, потому что просто люди не поймут, начнется путаница. Поэтому просто, так начинается, салям завершается, и все. Там все остальные вещи, они, можно, пусть остаются
в книгах, да, то есть, потому что знать нам хватает, вам, в принципе, многие вещи, некоторые вещи, которые такие тонкости, которые просто запутают человека, да, может иногда знать и не нужно. Эта глава была. Следующая глава Бабу роджили юджаддидуль вудуа мин гайри хадатин. То есть глава о человеке, мусульмане, который обновляет омовение, его не нарушив. То есть можно нельзя совершать омовение, скажем, повторное, то есть обновлять омовение, если у тебя омовение у тебя не нарушено. Сказал Абу Дауд, хаддатана нам рассказал Мухаммад ибн Яхья ибн Фарис, сказал хаддатана Абдуллах ибн Язид аль-Мукри, сказал Абдуллах ибн Язид аль-Мукри. Здесь мукри означает чтец Корана, то есть от слова акраа, то есть который, то есть людей обучал Корану долгое время. Его хадис принимаются, и сказано то, что он обучал Корану 70 с лишним лет. Человек, кто еще хадис передавал еще почти всю свою жизнь, а он умер почти, ему было 100 лет. То есть дожил почти до 100 лет, из них 70 с лишним лет, да, получается, да, 3/4 своей жизни он Коран обучал людей. Умер в 213 году по хиджре. И он является одним из, скажем, учителей Бухари также. Человек является одним из учителей Бухари. Каляха, то есть здесь переходит другой иснад. Хаддатана Мусадд, нам рассказал Мусадд ибн Мусархат. Каля хаддатана, нам рассказал Аиса ибн Юнус. Каля, они оба сказали, Мусадд и Аиса. Хаддатана Абдуррахман ибн Зияд, нам рассказал Абдуррахман ибн Зияд. Кто называют аль-Ифрики, то есть африканец из Африки. У него была плохая память была, но он был хорошим человеком. То есть была память плохая, ваджир, который память плохая, да, но был праведным человеком, который придерживался из шариата. И он во время правления Марвана, то есть во время Умавия, он был судьей в Африке. То есть там же Африка была, там север побольше, получается, он север там из африканской части был кады, судьей. И вот хадис, он спорный, передатчик, некоторые считают его слабым передатчик, потому что память была плохая, некоторые его хадисы принимают. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, ва ана ли хадисе ибн Яхья адбат, сказал то, что я, говорит, для меня, говорит, хадис, говорит, ибн Яхья, там вот первая цепочка была, я его лучше знаю, то есть сильнее его выучил. Здесь две цепочки, он слышал, две цепочки слышал, говорит, что вот эта цепочка для меня, сильнее знаю, лучше ее выучил. Ан Гутайфин переводится со слов Гутайфа, Гутайф, Абу Гутайф, неизвестный передатчик, то есть Маджхуль. Кто такой, неизвестно. То есть имя есть, а кто, где, как, где жил и так далее, о нем неизвестно. Сказано, и сказал Тирмизи, что этот передатчик является слабым. Вакаля Мухаммадун, то есть сказал Мухаммад ибн Яхья, там, который был передатчик, Ан Аби Гутайф аль-Худали. То есть тот же самый передатчик, просто он и Гутайф, и Абу Гутайф. То есть это там имя, здесь получается кунья, и его племя, это один человек. Просто по-разному его называли разные ученые. Каля, он сказал, Кунту айнда ибн Умара, я был у ибн Умара, Абдуллах ибн Умара, радаллаху, известного сподвижника, фаляма нудия беззухри, и когда был сказан азан на зухр, полуденный намаз, тавадда фасалля, он совершил омовение и совершил намаз. Фаляма нудия бил аср, и когда был сказан намаз на аср, на икинде, тавадда, он опять совершил омовение. Факульту лаху, и он сказал ему, Гутайф, и сказал ему, факаля, то есть, сказал ему, то есть, он взял тахат же, и тахат не испортил, получается. То есть взял тахат на зухар, или и да, тахат не был нарушен, но опять тахат взял. То есть его не нарушая, это омовение обновил. Факаля, и он сказал, Ибн Умар, Кана Расулуллах саллаллаху якулю, посланник Аллаха саллаллаху говорил, ман тавадда аля тухрин, кто совершит омовение, то есть поверх омовения, не нарушая его, омовение обновит его, кутиба лаху, ему будет записано ашур хасанат, 10 наград. То есть ему записана награда, то есть в 10-кратном размере за данное действие, за данное омовение.
хадис приводится также у Тирмизи ибн Маджа. И قال Абу Дауд, сказал Абу Дауд, وهذا حديث مسدد, وهو أتم этот хадис со слов мусаддада, и он более полный данный хадис. Данный хадис, было сказано, что вот из-за Гутейф, из-за вот там Абдурахман Зияд или Фликы, слабые, неизвестные передатчики, считают хадис слабым, называют недостоверным, но его смысл правильный. Потому что, как сказано в Коране, за любое благое дело, так Аллах дает, так далее. Написано 10, так ведь? Поэтому, как бы, иснад, когда история может слабая, но суть то, что за благое дело Аллах дает 10 благих дел. Это все действительно. Правильно так, потому что это подтверждает аятом Корана. И, с другой стороны, есть другие хадисы, которые сборники Бухари и Муслим, и других сборниках, то, что и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи совершал, на каждом раз совершал омовение. Как приводится там Сахих Муслим, если не ошибаюсь, достоверный хадис, Бухари и Муслим, сейчас я точно не помню, что во время завоевания Мекки, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи совершил несколько намазов с одним омовением. И когда это увидел Умар ибн Хаттаб, он удивился и сказал, что Пророк все сделал то, что до этого никогда не делал. То есть он здесь удивился, потому что он никогда такого не видел. Он привык, что Мухаммад совершает омовение на каждый намаз. Постоянно. Привык, что намаз значит тахарат. Намаз значит тахарат. А здесь Мухаммад читает там Зухр, Аср, Магриб, да, например, да, и 2-3 намаза омовение не обновлял вообще. Не совершал омовение перед ними, когда предпоследний намаз. И Умар Хаттаб удивленно спросил, сказал, Мухаммад это сделал намеренно. Это сделал намеренно, чтобы показать, что и так тоже дозволено. И также есть хадис в сборнике Бухари, что когда спросили в одном из подвижников, или Абу Хурайра, или Анас, радаллаху, по поводу совершения омовения каждого намаза, сказал, что Мухаммад совершал постоянно, говорит, а мы, говорит, могли читать несколько намаз с одним тахаратом. А Мухаммад совершал их постоянно. Поэтому основа есть. Данный хадис может слабый, но есть другие хадисы, которые подтверждают, что если ты совершил намаз на Зухр, к примеру, да, сейчас у нас время короткое, зимой, на свое время асра, у тебя омовение не нарушилось, ты в туалет не хочешь, то ты можешь совершить омовение, за это у тебя будет награда. Поэтому ты можешь омовение совершить, хотя у тебя тахарат уже есть. И так на каждый намаз, что это является, будет тебе награда, и сказать, что это является желательным, то есть мустахаб, то есть у всех ученых это является действием желательным, не обязательным, не фарс, а желательное действие, мустахаб, ты так можешь совершать, но многие ученые ставят условием, что нужно, если ты совершил омовение, если хочешь обновить, нужно, чтобы было какое-то действие, то есть чтение Корана, там, или таваф, или же намаз. Если взял тахарат, почал намаз, потом можешь обновлять. Если тахарат взял, намаз не читал еще, через полчаса, через час ты домовить пока не можешь. Нужно, чтобы намаз был, или какой-то там таваф был, да, было какое-то поклонение, которое ты совершил с омовением. Тогда можно обновлять. Потому что, если там, ты взял тахарат, намаз еще не читал, еще обновляешь. Это получается, что ты ничего не делал с тахаратом. Это получается исраф называют его. А если намаз прочитал, то уже на следующий намаз, пожалуйста, ты уже можешь омовение обновить. Поэтому ставить условием, чтобы совершить какое-либо поклонение. Ну, намаз, скажем так, да, или же, скажем, таваф, совершение тавафа вокруг Каабы, или же чтение Корана. И только потом уже можно будет обновить. Потому что если так не сделаешь, то будет совершенно нежелательным. Тахат, как 2 минуты, когда совершил, там через 5 минут тахат совершать, ничего не делал между ними. Это уже будет исраф. Начинается. Поэтому, то есть данный хадис у Абу Дауда считают слабым многие ученые, но, как сказать, что есть другие хадисы, более достоверные, которые подтверждают, что обновление омовения является действием, имеется такое действие в шариате, это является желательным действием, является мустахаббом. Следующая глава, дальше автор немного пойдет упоминать про воду. То есть, про воду, хадис, связанные с водой. Здесь было омовение, так пара хадисов. Теперь идет, что связано с водой. Бабун ма юнаджисуль маа. Глава о том, что делает воду наджисом. О том, что делает воду нечистой. То есть, какие вещи когда могут сделать воду наджис, нечистой. И сказал Абу Дауд, «Оля хаддафана». Нам рассказал, то есть Абу Дауд говорит, дальше им рассказал, Мухаммад ибн А'ля, рахимахуллах, وعثمان ибн Аби Шейба, Аль-Хасан ибн Али, и другие, вагайруху. Получается, здесь Мухаммад ибн А'ля, один учитель, потом еще и Уthman ибн Аби Шейба, второй учитель. И Хасан ибн Али, третий, еще сказал и другие. Потому что там еще значит много, от кого слышал Абу Дауд данный хадис. Калу, все они сказали,
حدثنا أبو أسامة الحماد عن الوليد بن كثير, Валид ибн Каthира, который некоторые члены его считали достоверным, то есть передача, которую можно принимать хадисы. Некоторые сказали, что он хадис принимается, но он его называет ибады. Ибадит — это одна из ответвлений хариджитов, хаваридж. Они часто существуют, то есть хаваридж, как того, когда они, как движение такое, как секта пропала, но в настоящее время есть у нас хаваридж, даже целое государство есть, государство Оман. То есть там на юге Эмиратов, так вот, там есть государство Оман называется, там официальная религия, как масхаб, скажем, да, это ибадитский масхаб. То есть это, получается, одна из сект, такая умеренная секта, да, хаваридж, хариджитов, который, скажем, остались до сих пор и имеет свое государство. Вот этот человек, его говорит, что он был хаваридж, имел такие идеи, но хотя сам, в принципе, у него там убеждение такое-то, да, но хадис он передавал, получается, правильно, да, то есть не обманывал, его хадис принимать можно. Хотя его, потому что, видишь, убеждение есть, потому что из убеждения, да, хадис может что-то может обманывать, да. Здесь, его убеждение, он все равно передавал хадисы, хотя, может, даже, правильно, да, достоверно, как положено их передавал. Но многие ученые, как вот Ибн Ма'ид, Абу Дауд, считают, что он является приемлемым передатчиком, что его хадисы принимаются. Ан Мухаммад ибн Джафар ибн Зубейр, со слов Мухаммада ибн Джафара ибн Аз-Зубейра ибн Ауама. Это получается внук сподвижника. То есть, получается, его внук, то есть, если сподвижник был, то есть, получается, видите, что дети, внуки сахаба, да, они были среди тех, кто хадис передавали. Здесь часто случается, что, скажем, сын или внук, или правнук сподвижника, да, табиаина, они приводятся с почты передатчиков. То есть, они знания получали, они их передавали. Не только сахаба, получается, там несколько поколений, еще, тем более, если отец передавал хадис, значит, получается, и сыновья, и внуки тоже были, такие же были. То есть, было воспитание, вот в этом русле, получение, передачи знаний. На это указывает. Это вещь, что вот Мухаммад ибн Джафар ибн Зубейр ибн Ауам. Зубейр ибн Ауам сподвижник, да, то есть известный сподвижник, его сын Джафар, его внук Мухаммад. Мухаммад, то есть, этот передача считается, тут как хадисы принимаются, то есть фика. Ан Убайдиллах ибн Абдиллах ибн Умар. Со слов Убайдуллах ибн Абдуллах, то есть сын Абдуллах ибн Умара. То есть Убайдуллах, сын Абдуллах ибн Умара, тоже сын сподвижника, тоже является передачей хадисов, получается, сыновья и внуки, все приводят в цепочках, тоже участвовали в распространении ислама. Убайдуллах — это один из сыновей Абдуллаха ибн Умара. И есть в некоторых риваях сказано Абдуллах. То есть вот у Абу Дауда есть разные издания книги. И в одних сказано Убайдуллах, в других сказано Абдуллах. То есть два сына Абдуллаха ибн Умара, оба хадис принимаются. Поэтому другой разницы нет. В принципе, на хадис не влияет. То, что ислам был один сын слабый, другой был достоверный, да, передатчик. Тогда нужно разбираться. И когда оба сына нормальные передатчики, и хадис принимаются, то поэтому или Абдуллах, или Убайдуллах. То есть оба сыновья Абдуллаха ибн Умара радхияллаху анху. Интересно, что один Убайдуллах умер в 106 году похитили, Абдуллах умер в 105 году. Получается, два сына умерли в год. Ан Абихи, со слов, то есть его отца, Абдуллах ибн Умара радхияллаху анху, Каля, который сказал: Суиля Наби саллаллаху алейхи ва саллям аниль ма'i. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был спрошен о воде. То есть, вода, какие-то вещи, озер, да, источники воды, которые находятся в пустыне, в полях, как будет сказано в следующем риваяте. «Уама янубуху минад даваби ва сибаи». И то, что, то есть, к этим озерам, к этим источникам воды приходят, то есть, даваб, то есть, животные, не хищные, ва сибаи, и хищные животные. То есть, приходят, попить, помыться и так далее, и в этой воде приходят разные животные, то есть хищные и не хищные животные. То есть приходят часто, да, много туда приходят. То есть, получается, когда это вопрос, приходят животные, хищные, да, получается, когда если хищный живот попил его, да, и туда само залез внутрь воды, получается, что нужно, может пописал, так, да, то есть справил нужду в воде, тем более, может, на теле есть какой-то наджис, да, зашло в воду, эта вода какая будет, чистая или нечистая?
это вопрос, об этом был вопрос, интересовались сподвижники. Факаля, и сказал посланник Аллаха саллям, «Ида кан аль-мау куллатейни», если воды будет, вода будет объемом, который все вмещают два больших кувшина. То есть слово куллатейн — это большие кувшины, которые хранили воду. То есть, видишь, как бочки всегда. Это бочки, по-нашему, сказать, по-нашему понятием, две большие бочки с водой. Если воды будет две, то есть куллатейн, конечно, у них есть свой объем для воды. То есть сколько туда влезало, поэтому если будет два больших кувшина, две бочки воды, лям яхмиль хабатха, то, получается, как эта вода, она не становится наджисом, не становится грязной. Если получается два кувшина и больше, да, то есть два бочки и больше, значит, там, если попал наджис, значит, в принципе, вода остается чистой. Если получается меньше, значит, вода становится нечистой. Это вот хадис называется хадис аль-куллатейн, то есть хадис двух, скажем, кувшинов воды. Это, там возле Медины, там, вообще там в арабских странах, у них для хранения воды они делали, скажем, глиняные кувшины большие для хранения воды. Поэтому их называли куллатун. Здесь сказано два кувшина. И если смотреть по нашим меркам, это получается примерно 220-230 литров воды. И то, честно говоря, когда и до этого, и раньше, когда, искал объем, то есть сколько воды, там выходит 200, 300, 400, там получается, разные то есть 200, 300, 400 литров приводится, толкование, то, что было там раньше, то есть то, что было 250 рытлей, это, то есть по их меркам, это по тех меркам все нормально. Но когда переводят те, древние мерки, объем так, наши мерки, то есть по-нашему, то есть литры, килограммы и так далее, там выходит, по-разному выходит. Поэтому для них было нормально, то есть у них, рытл, они все знали, был какой-то сосуд, и все по нему измеряли. Понимаете? Но когда эти сосуды пропали, вышли из употребления, и вошли килограммы, литры вошли, которых раньше не было, вот тогда уже возникли проблемы. А сколько это будет в литрах? Поэтому, минимально 220, получается, один это больше 200 литров, Получается, есть бочка 200-литровая, чуть больше ее, если попал туда наджис, и если попал туда наджис, и вода не изменилась, так, имеется в виду, потому что, хадис, получается, если будет воды, два кувшина, две бочки, то есть 230, 250 литров, и больше, если туда попал наджис, то по хадису получается, что вода стала чистая. Но, есть, у этого хадиса есть, по-моему, это хадис, или другого хадиса есть как добавление есть в некоторых хадисах, которые слабые, но в любом случае, по мнению, то есть по иджмау, то есть по мнению ученых, если есть вода, независимо от ее количества, мало или много, если в нее попадает наджис, и вода меняет свое качество, или цвет, или вкус, или запах, тогда это вода наджис. Если не меняет, тогда эта вода чистая, если ее будет больше, двух этих бочек. Если будет меньше, получается, если будет меньше этого, значит вода стоит наджисом. Поэтому, исходя, поэтому говорю, что если, как правило, что если не важно сколько воды, хоть стакан, хоть, хоть большое громадное озеро, если туда попал наджис, и цвет или вкус и запах воды из-за наджиса поменялся, чувствуется, значит и стакан, и озеро будет наджисом. То есть получается, баат тахарат, гусаль, снять одежду, то есть смывать наджис, это водой нельзя. Если будет воды много. А если получается, если попал наджис, и вода не изменилась, вот тогда уже, по этому хадису, но с одной стороны, данный хадис, его не принимают ханафиты и маликиты. Масаба ханафи, это хадис считается слабым хадисом. И масаба малики тоже. То есть, потому что масаба ханафи говорит, что данный хадис, во-первых, там цепочка передатчиков, там путаница, называется хадис мустариб, где там неясность хадиса. Там передатчиков передают постоянно все разные передатчики. Поэтому сказать, что и также в тексте хадиса. Здесь сказано 2 кувшина. Если в риваяте сказано 1 кувшин, здесь сказано 3, есть 40 кувшинов. Получается, сколько, Получается 1, 2, 3 или 40. Какую здесь выбрать? Все, в принципе, передатчики одинаковые. Поэтому, ученого ханафитского масхаба, данный хадис, по мнению ученого масхаба, он слабый. Мы его не принимаем. То есть, его не принимают. Его принимают шафииты и ханбалиты. И вы считаете достоверно, поэтому хамбали и шафири, у них, получается,
меньше, когда получается вот две этих бочки, да, там, 10 литров, это получается 250 и больше, это много воды, а меньше этого, получается, мало воды. И выходит то, что если, скажем, воды будет, скажем, то есть, если будет ведро воды, скажем, да, то есть, если воды будет меньше, чем 250 литров, туда попал наджис, и ничего не поменялось, все равно считается наджисом вода. Это по мнению и ханафитов, и хамалитов, и шафиитов. Только масаб малики немного по-другому, потому что по этому хадису. Если вот мало воды, а мало считается, скажем, по мнению, вот, если кто хадис принимает, у них мало считается воды меньше 205 литров, да? То есть, получается, меньше 2 бочек. Больше это много, меньше мало. Получается, стоит больше 200 литров, да? Это еще мало воды считается, по их мнению. Это не стакан воды мало, да? А бочка воды это мало. И туда попал наджис, значит, скажем, и даже, скажем, там цвет попал на, скажем, да? Просто там, стоит бочка в огороде у вас, да, 200 литров. Так ведь? Получается, туда подходим, капаем капель мочи, грубо говоря, да? Получается, по всем трем асхабам это вода наджис. То есть, получается, поливать-то можно, но брать тахарат уже нельзя. Пить нельзя. Вот исходя из этого хадиса и других. Но масхабы ханафи, они этот хадис не приняли, но они, скажем, там считается то, что, по мнению Абу Ханифы, считается то, что человек сам определяет. То есть Абу Ханифа был такой человек, то, что у него нет, скажем, размеров. Вот где в шариате нужно сказать граница между мало и много. Есть, есть намаз, да, мало и много движений, да. Есть воды много или мало. Есть, например, неджис, там, да, пятно, большое, маленькое. Вот здесь, вот, а ни в одном из случаев, если часто нет прямого указания, границы вот, мало и много. Поэтому ученые делают шейхат, определяли. И Абу Ханифа, он говорит, что человек сам определяет, сам решает, где мало и много. Но, скажем, ученики, они все-таки какое-то определение ставили, потому что если скажешь, вам, сами решайте, да, где мало и много, там человек все равно будет же свою пользу, так, человек будет свою пользу, там, да, пятно будет большое, там, да, не такой маленький, вот такой, да, уже будет, да, маленький. Поэтому движение много, намаз много будет делать, себя оправдывать. Поэтому человек начнет себя оправдывать чаще всего. Поэтому здесь другое, то есть мнение Абу Ханифы, там определяется по волнам. То есть, если какой-то есть водоем, ты подходишь к краю водоема, если там, просто руки помыл, там же выходят волны. Если вот от того, то есть мытья рук, волны доходят до того берега, значит воды мало. Если, они потихоньку там уменьшаются, так, да, потом в конце вообще исчезают. Если так предположить, если нет ветра, да, что погода там такая, да, что вода гладкая, ровная, да, без ветра. Получается, если там вот так, скажем, руки помыл, волны вышли, если дошли до того берега волны, значит, это воды мало. Значит, если не дошли, значит, воды много. Это одно из определений. Еще есть третье определение, там уже стоит размер, там, да, то есть 10 на 10 локтей сказано. То есть 10 локтей, вот локти, вот, да, например, там 45-46 сантиметров. Получается 6,5 метра. Водоем, это считается, столько, это и выше много, меньше считается мало. Вот таких там, если уж хадис не приняли, получается другие вещи. Там масхаб ханафи, определение границы между мало и много приводится в книгах. Данный хадис считали слабым, потому что там запутанность, неясность и в передатчиках, и в тексте данного хадиса. Поэтому Абу Дауд привел, потому что Абу Дауд его считал правильно, достоверно данный хадис, потому что, Абу Дауд, он, как говорят, он был все-таки немного ханбали был. Не афишируется, но говорится, что он все-таки изучал ханбали масхаб. Поэтому, когда его хадисы немножко иногда часто вот именно с этим масхаб относятся. Потому что автор, когда любой, кто книги писал, большинство авторов, они все равно собирали хадисы, под свой масхаб, под свое мнение. Хадисы собирали. Поэтому сбор хадисов, и смотришь, там все равно какой-то масхаб, он прослеживается. Потому что ханафиты собирают свой, тогда шафиты свой собирают, хамбалиты тоже свой собирают. Если человек там вне масхаба был, они его собирали уже как есть, да, как, например, Бухари. Он собирал уже то, что ему казалось, да, его мнение. А другие там, вот как Абу Дауд, там многие, они собирали уже с точки зрения своего масхаба, часто тоже. Не скажу, что 100%, но это влияло на их мнение. Влияло на их мнение, поэтому вот хадис называется, то есть хадис куллятейн. Хадис куллятейн, то есть хадис, то есть в двух больших кувшинах, да, с водой. Примерно 250 литров, да, все вместе. Да. Это считается, получается, столько, это больше, этого много. Меньше считается мало. И по трем масхабам, то есть получается, когда больше, если наджис попал, не изменилась вода, чистая. Меньше попала наджис, даже не изменилась вода, грязная. Если вода попала, и наджис попала, вода изменилась, значит, по мнению всех единогласно, вода считается наджис. Это вот, получается. Но с другой стороны, нужно что такое наджис тогда понимать. Так, что такое наджис, что входит в наджисы, и получается, это первое. Второе, все-таки,
у нас воды много, раз, да? Во-вторых, чтобы вода была начисто, когда встречалась. Все-таки редко, да? Я пытался вспомнить, да? Когда я видел последний раз воду начисто, да? Получается, не получается вспомнить, да, так, сходу. Потому что у нас воды много, тем более нужно, чтобы человек знал точно, что она есть. Или чувствовал, или видел. Если там приходишь, стоит ведро воды, да? И ты не знаешь, да? Значит, нельзя сомневаться. Потому что если ведро воды стоит, да, получается, когда цвет, запах нормальный, да? Ничего не видно, получается, вода чистая. Поэтому если ты видишь, что анализ попал, тогда для тебя анализ. А когда для тебя анализ, когда другой человек пришел, тогда он не знает, он будет тахарат брать. Если ты ему скажешь, да, тебе рядом не будет сказать, он возьмет тахарат и ничего не узнает, да, ты ему скажешь, для него все нормально будет. Поэтому человек должен быть уверен, что вода анализ. Если ты не уверен, не знаешь, значит вода остается в основе чистой. Аллах создал воду чистой изначально. Поэтому она чистая. И поэтому чистой, как правило, основное. И чтобы она поменялась, вода, нужно у человека уверенность 100%, что там есть наджис. Нет уверенности, значит наджис там нет. Пока не докажешь, значит его там не будет. Поэтому у нас воды много, поэтому наджис воды, чисто говоря, вы тоже, наверное, редко встречаете такую воду. Поэтому, альхамдулилля, проблем таких, практически таких проблем нет. قال حدثنا, по-моему, тоже хадис, но уже другая. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, нам сказал, говорит, Абу Дауд, موسى بن إسماعيل, قال حدثنا حماد ابن سلمة, قال перевод иснад на другой иснад, وحدثنا أبو كامل, нам рассказал Абу Камиль الجحدري, то есть ثقة, хадис его принимаются. قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع, рассказал нам Язид ибн Зурай, также достоверный передатчик. Ан Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар, Ан Мухаммад ибн Джафар, который там приводился до этого в цепочке. Каля Абу Камиль, сказал Абу Камиль ибн Зубейр, то есть уточнил, то, что это получается внук Зубейр Авама. Аль-Авама его. Ан Убайдиллах ибн Абдиллах ибн Умар, сосов Убайдиллах, сын Абдуллах ибн Умара, ан Абихи, сосов его отца, Анна Расулаллах саллаллаху суиля аниль маи, что посланник Аллаха спросил о воде якуну филь фаляти, которая бывает, то есть в пустыне, да, то есть там, то есть источник воды там, да, который там есть, там водоем, там родники, там да, озера, которые находятся там за городом, да, то есть в пустыне, в полях. Фазакара мана, и он как бы понял, что хадис, то есть, смысл предыдущего хадиса, то есть, получается, тут хадис просто здесь добавит то, что вода какая вода, то есть где вода находится. Спросил, получается, о воде, которая находится там в пустыне. Получается, вот и хадис то же самое же, и он полностью как предыдущий хадис. И третий хадис на ту же тему, тот же хадис, просто третий вариант этого хадиса. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد, как и в предыдущем, да, этом ривайте то же самое же, как было. قال أنبأنا عاصم ибн Мунзир, нам рассказал Асим ибн Мунзир, ибн Зубейр ибн Авам, тоже, получается, это Асим ибн Мунзир ибн Зубейр, тоже внук Зубейр ибн Авама, то есть еще другой внук. Там был до этого один, был теперь другой внук Зубейр ибн Авама, который приводит, то есть у него только один хадис, данный хадис, все. Единственный хадис, который он передал, вот этот хадис, получается, вот 2 кувшинов воды, больших, 2 бочек воды, больше хадисов он не передавал. Ан Убайдиллах ибн Абдуллах ибн Умар радиллаху анху, как был до этого. قال حدثني أبي, мне рассказал мой отец, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, إذا كان الماء قلتين, если воды будет вот этих 2 больших длинных сосуда, فإنه لا ينجس, эта вода не становится наджисом. Если воды будет 2 сосуда длинных, эта вода не превращается в наджис. То есть, когда не становится наджисом, когда имеется в виду то, что если не изменится качество. Потому что если воды было много, и получается, когда туда попал наджис, и качество не поменялись все воды, значит вода осталась чистая. То есть так нужно понимать, исходя из других хадисов. Поэтому из того, что хадисы есть там так, поэтому ученые и споры. Других хадисов есть про воду. И там везде, получается, когда можешь понять в одну сторону. Если их объединить, то получается уже немного по-другому. قال Абу Дауд, Хаммад ибн Зейд, то есть здесь Хаммад ибн Зейд его передаст, Хаммад вакафаху ан Асим.
получается, как бы он сказал то, что хадис приводится со слов Асима, то есть хадис считается маукуф, то есть не слова пророка Мухаммада салям, а слова, получается, Ибн Умара. Здесь получается там как бы два версии. Одна версия, то, что хадис слова пророка Мухаммада салям, другая версия, это слова сподвижника, получается. То есть маукуф называется хадис, когда, то есть марфу это слова пророка Мухаммада салям, а маукуф слова сподвижника обычно. Поэтому здесь вот и то, и другое имеется, но в любом случае, хоть так, то есть сподвижник не может сказать эти слова от себя. Поэтому эти слова, то есть он хоть слова сподвижник, но если вещи, которые касаются религии, и человек их сам не мог догадаться, это выходит, как будто это считается словами пророка Мухаммада салям, потому что он должен был слышать от него. Поэтому слова сподвижника тоже считается часто как слова пророка Мухаммада салям. В тех вещах, которых касаются именно религии, вещи, которые человек не мог разум эти вещи понять, не мог догадаться. Тогда считаются слова пророка Мухаммада салям в этой ситуации. И получается, вот данный хадис тамам. Здесь, иншаллах, у нас и время сегодня. На сегодня, иншаллах, тамам. Аллаху акбар, Аллах.